Преподаватель филологического факультета КИПУ Вадим Миреев попросил меня выступить на тему геологическая и минералогическая терминология в крымско-татарском языке. Я опрашивал старожилов крымско-татарских деревень, которые родились в 920-е, 1930-е годы в Крыму. И в своих исследованиях, конечно же, старожилы говорили и на эту тематику. Но просто дело в том, что предметом моих исследований не было, конечно, именно собирать минералогическую и геологическую терминологию. Но хотел бы отметить, что для тех, кто интересуется данной темой, могут послушать результаты моих исследований на моем YouTube-канале, послушать, услышать данную тематику в воспоминаниях старожилов. Конечно, как предмет исследований в памяти наших старожилов можно собрать намного больше по данной тематике. У меня разработана методика определенная. Здесь важно охватить большое число старожилов, опросить хотя бы, допустим, 50-60 человек 920-х, 930-х годов. Именно на эту тематику, мне кажется, можно собрать достаточно интересный материал. Хотелось бы, допустим, сказать про одно слово, касающееся этой темы. Это южнобережное название почвы Кырча. Это земля такая, может быть, как слоистая, как кусочки шифера, что ли. Наши старожилы ее так называют, Кырча. Достаточно твердая порода земли. Конечно, под воздействием дождей она как бы разрушается, но достаточно сложно копать такую землю. Как известно, в южнобережных селах занимались в основном виноградарством, и для того, чтобы вскопать, сделать плантаж, то есть вскопать землю на метр глубину, приходилось затрачивать неимоверные усилия, но такая почва давала хорошие урожаи винограда. Просто это слово я не нашел в словарях крымско-татарского языка, в частности, словаря Усиинова. Может быть, есть это слово в других словарях. Есть несколько слов, допустим, нагромождение камней на южном берегу, допустим, в Кучукове называли гаври, но может быть это просто микротопонимический термин. В своих исследованиях я в основном, конечно, занимался изучением топонимики и микротопонимики. С таким же успехом, мне кажется, можно разработать анкету именно по сбору геологических и минералогических терминов, потому что наши предки пользовались природными ресурсами Крыма, и, конечно же, их называли. Я думаю, те, кто хотят исследовать эту тему, могут использовать мою методику сбора воспоминаний старожилов, обратиться ко мне.
послушать воспоминания на моем YouTube-канале, может быть, там что-то подчеркнуть, потому что я еще не успел расшифровать все свои записи. Поэтому всем советую заниматься данной темой. Обращайтесь, если что, я могу помочь вам изучать эту тему глубже. Спасибо за внимание.